Дмитрий Евгеньевич, он очень эрудированный и очень, ну, скажем, уже подготовленный специалист. В этом я абсолютно не сомневаюсь. Но по стилю работы у каждого есть свои недостатки. Так, и у меня есть, и у моих коллег есть. Но и при этом у него по характеру, по всей вероятности, есть проблемы с точки зрения его реакции на те или иные критику или там замечания. И все время вот не один это случай, не постоянно какие-то появляются проблемы. Поэтому надо иметь в виду именно этот момент, потому что постоянно он где-то как будто он находится под колпаком. Какое-то телодвижение, и вдруг начинают журналисты на это дело реагировать. Но, с другой стороны, Дмитрий Евгеньевич сегодня с теми задачами, которые я поставил перед Министерством профессионального образования, он справляется. Я в этом убежден, потому что в этой системе надо проводить очень много реконструкций, очень много реформирования, оптимизировать и так далее. С этой точки зрения работа ведется. Вот то, что последние события происходят, то сегодня вы должны понимать, что требования к министрам, требования тем людям, которые я назначаю, они очень жесткие. Это связано с многими факторами, особенно с факторами борьбы с коррупцией, с факторами повышения ответственности в целом, с факторами то, что связано, нам необходимо сегодня вести себя таким образом, руководителям и в целом органам власти, чтобы нам необходимо вернуть доверие народа к действиям власти. Без этого нам создавать условия развития очень сложно. Я всегда за это ратую и конкретными действиями это подтверждаю. Вот что касается борьбы с коррупцией, это мы должны понимать, это задача общая, задача очень сложная, но это преодоление, это психологические барьеры, потому что сегодня созданы такие условия, что в каждом чиновнике наши люди видят коррупционера. От этого надо уходить, потому что все понимают, с другой стороны, что многие чиновники – это честные люди, это ответственные люди. Но при этом государственные служащие сегодня пока находятся под таким давлением, давлением, которое связано прежде всего с созданным определенными кругами людей, кругами, которые создали вот эту атмосферу. Здесь большое влияние имеют и так называемые блогеры, которые через интернет-издания создают тоже, они реагируют на разные события, и они иногда бывают очень острый такой характер имеют. Поэтому вот вокруг Глушко, наверное, такая ситуация создана. Поэтому мы, в частности, я как руководитель республики, всегда реагирую, когда возникают определенные вопросы, и начиная, насколько возможно, разбираться. И если это мои компетенции, то я обязательно принимаю меры. Но это случай, когда речь идет о... Там два факта подтверждаются, с футбольным союзом и с обучением сына. Но я сегодня давал поручение уже проверить в части учебы сына, поступления в учебу сына. И мы здесь имеем уже свой опыт работы, проверок. Есть департамент по противодействию коррупции, работа с правовыми структурами, который очень интенсивно сейчас начал работать. И через них, и в соответствии с законом, мы проводим проверку. И определенные какие-то вопросы возникли, поэтому сегодня мы считаем, комиссия, которая работала по проверке, и комиссия, которая работает при главе республики по конфликту интересов, считает, что конфликт интересов здесь произошел. Поэтому мера будет принята. Об этом руководители уже знают. Но я просто хочу сегодня еще... Это не только по отношению к Глушко идет, Понятно. По другим идет проверки. Вот я просто приведу один факт.
в течение своей работы руководителем субъекта, президентом республики, главой более 60 министров, людей, которые назначаются мною, получили меру взыскания. Кто-то уволен, по одних фактах вы хорошо знаете, получили выговоры, замечания или несоответствие занимаемой должности. Поэтому с этой точки зрения у меня достаточно четкое такое более требование для того, чтобы повысить ответственность. А что означает сегодня борьба с коррупцией, в моем понимании, по которой я веду большую работу? Во-первых, конечно, это повышение ответственности. На любом месте чиновник, служащий должен чувствовать ответственность, за что он отвечает, за что он должен нести ответственность. Во-вторых, если вдруг какие-то нарушения, он должен почувствовать эту ответственность. На нее надо воздействовать. Этим я занимаюсь. Второе, сегодня очень много соблазнов, которых пишут люди, о том, что люди получают откаты, служащие, особенно при размещении государственных заказов, муниципальных заказов. 3 года назад в республике все органы государственной власти, то есть все чиновники во всех министерствах и ведомствах занимались размещением госзаказов. То есть государственные деньги выделяются, под них заказывается там оборудование, техника, там, книги или еще что-то, мебель, и по ним создавались комиссии, и каждый размещал. Вот это являлось соблазном для чиновников. Каждый мог бы там что-то видеть, где-то выгоду, с кем-то договориться, кого-то уговорить. Я сказал, этого не будет. Я принял решение, ликвидировал все функции заказчика со всех министерств. И сконцентрировал в одном органе, который создал Государственный комитет по заказу. И все чиновники, которые во всех министерствах работали, сегодня не занимаются размещением госзаказов, они не имеют сегодня соблазна, имеют отношение, чтобы где-то что-то выгоды искать. Не получится. Вот эту работу я сделал. Теперь эту работу надо перенести на муниципальный уровень. Вот это первый, вот такой блок большой. Второй блок, это когда я вступил в должность президента, я понял, что многие чиновники, когда человек приходит за справкой, там, паспорт оформлять, еще что-то делать, он чувствует, что чиновник начинает с ним торговаться. Вот я быстро сделаю. Вот если ты мне немножко подкрепишь. Или там я буду приходить через месяц, приходить через 2 месяца, а человек вынужден сам начинает заявлять, дам деньги, давай скорее, пожалуйста. Чтобы этого лишить, чтобы этого не было, нам необходимо было ввести систему одного окна. То есть лишить контакта чиновника с заказчиком этих услуг. Вот и появился многофункциональный центр. И вот этот многофункциональный центр мы сейчас распространяем по всей республике. Когда человек нуждается в каких-то документах, в каких-то услугах, он не должен видеть чиновника. Пойдет чиновник и начинает опять договоренность. Поэтому вот это лишить, это будет уже еще один шаг по борьбе с коррупцией. Вот такими шагами мы должны двигаться и исключать и заниматься. И последнее, вот то, что я вначале говорил, повышение ответственности, начинать надо с себя, своим живым примером. Про меня много пишут, но ни одного факта не подтвердят. Понимаете? То есть главное, чтобы с самого себя начинать. Тогда мы в этом плане очень много хорошего сделаем. Тогда и доверие к власти придет.